Сәлеметсіздер ме? Арнама қош келдіңіздер. Здравствуйте, добро пожаловать на мой канал. С вами учитель русского языка Шатых Маратовна. Сегодня пройдем еще одну замечательную самостоятельную часть речи – наречия и виды, разряды наречия. Давайте начнем наш урок. Сабақты бастамас бұрын наречие дегеніміз не екенін анықтап алайық. Бұл қазақ тіліндегі үстеу дегенді білдіреді. Үстеу бұл өзінше сөз табы болып табылады. Ол іс-әрекеттің белгісін, сын есімдегі белгілерді немесе заттың белгілерін білдіреді. Ол қалай, қайдан, қашан, не үшін деген сұрақтарға жауап береді. Итак, выясним, что такое наречие. Наречие происходит от старославянского «речь». Буквально «речь» означает глагол. Наречие – это предглаголие, то есть стоящее рядом с глаголом. Вопросы к наречиям задаем от глаголов. Наречие – это самостоятельная часть речи, которая обозначает признак действия или состояния, признак признака и предмета, и отвечать на вопросы как, куда, где, откуда, зачем, почему, в какой степени. Орыс тілінде үстеуді грамматикалық мағынасына қарай үшке бөлеміз. Яғни ол етістіктің белгілерін білдіретін, екінші сын есімдегі белгінің белгілерін білдіретін және үшінші зат есімнің белгілерін білдіретін үстеулерге бөлінеді. Общеграмматическое значение наречия. Наречие – это производная часть речи, которая образована от слов других частей речи. Тем не менее, оно вполне самостоятельно и обладает специфическим общим грамматическим значением. Первый – признак действия, если поясняет глагол, деепричастие. Например, идти как – медленно, устремившись куда – вверх, сообщить почему – неспроста. Второе – признак признака, если примыкает к прилагательному, причастию, другому наречию. Например, крайне осторожны. В какой степени? Задаем вопрос. Весьма откровенны. Сделаны мастерски. Очень громко. И третье – это признак предмета, когда поясняет существительное. Стук снизу. Какой стук? Стихотворение наизусть. Какое стихотворение? Дорога наверх. Какая дорога? Вот еще примеры наречия. Если наречие зависит от глагола или деепричастия, например, говорить громко, как поясняет глагол. Слушать внимательно, как? Слушать внимательно. Спустившись вниз, как? И когда обозначает признак предмета, если зависит от существительного. Яйцо всмятку. Какое яйцо? Пальто на вырост. Какое пальто? Мысли вслух. Какие мысли? Или же обозначает признак другого признака, если зависит от прилагательного, причастия или другого наречия. Например, очень смелый, летящий высоко, достаточно долго. Үстеудің ең басты белгісі ол өзгермейді, род, число, падеж, лицо болмайды. Ода окончание болмайды, сондықтан оның ең басты белгісі өзгермейтіндігі.
Неизменяемость наречия. Специфическим морфологическим признаком наречия является его неизменяемость. Это проявляется в неспособности наречия образовывать грамматические формы рода, числа, падежа или лица. Наречия не склоняются и не спрягаются. У них нет окончаний, как словоизменительные морфемы. Осы жерден үстеудің өзгермейтіндігі туралы мысалдарды көруге болады. Здесь написаны примеры неизменяемости наречия. Например, гулять как весело. Мы гуляем как весело. Мы будем гулять как весело. Не изменяется. Крайне сладкий, крайне сладкого, крайне сладким. Если даже мы склоняем прилагательные, наречие крайне не изменяется. Изменяются глаголы и прилагательные, а наречие в любой речевой ситуации сохраняет свою неизменную грамматическую форму. У него нет окончания. Конечные буквы О, А, Е, И, У и прочие – это словообразовательные суффиксы. Например, насухо вытереть, слева стоять, наравне ставить, заперти сидеть, в прикуску пить чай. Только наречия с суффиксами «о», «е» могут образовывать формы степеней сравнения, которые тоже являются неизменяемыми словами. Например, рано можно изменить, образовывать сравнительную степень раньше, более рано, раньше всех стать. Или же радостно, радостнее, более радостно, радостнее всех выглядит. Или наречие искренне, искреннее, более искреннее, искреннее всех смеяться. Наречия по значению делятся на знаменательные наречия и местоименные наречия. Сейчас будем выяснять, что такое знаменательные наречия. Если наречие непосредственно обозначает признак действия, признака или предмета, оно является знаменательным. Например, идти как быстро. Стеснительный в какой степени, чрезмерно. Улыбка какая, невзначай. Знаменательные наречия делятся в свою очередь на две группы – определительные и обстоятельственные наречия. Сонымен наречиямыз екі түрге бөлінеді дедік, знаменательные және местоименные. Оның ішінде знаменательные, определительные және обстоятельственныйға бөлінеді. Ал енді определительные наречия дегеніміз не? Осы таблицадан көрулеріңізге болады. Итак, здесь написаны примеры определительного наречия. Можете посмотреть. Разряды определительного наречия – это меры и степени качества, и второе – образа и способа действия. Вопросы разряда меры и степени качества – сколько, сколько раз, в какой степени, в какой мере, насколько, например, абсолютно, еле-еле, вдвое, вдвоем, вдвойне, весьма, втроем, втройне, вшестером, дважды, мало, много, очень, совершенно, трижды, чуть-чуть, чересчур, слишком, вполовину, довольно, вполне. И вопросы образа и способа действия – как, каким образом. Примеры: быстро, бегом, вперемешку, вплав, вхолостую, весело, галопом, наверняка, навзничь,
печально, шагом, внезапно, по-прежнему, по-братски, дружески, пешком, насухо. Ал мына таблицадан обстоятельственный наречиялардың түрлерімен таныссаңыздар болады. На этой таблице написаны разряды обстоятельственного наречия. Первый разряд – это место. Вопросы где, куда, откуда. Примеры: вблизи, вдали, далеко, издали, издалека, навстречу, назад, налево, слева, справа, направо, около, рядом, сбоку, вокруг, кругом, кругом, впереди, домой, наверх, наверху, вверху, внизу, вниз, вперед. Второе. Разряды времени. Вопросы: когда, как долго, как часто, с каких пор, до сих пор. Примеры: рано, с позаранку, весной, летом, зимой, вечером, вчера, днем, завтра, ночью, погодя, позже, сегодня, сейчас, утром, с молоду, иногда, раньше, скоро, сначала, в начале, уже, накануне, давным-давно, издавна, до темна. Третье – это разряды причины. Вопросы: почему, от чего, по какой причине. Примеры: спросонья, недаром, поневоле, послепу, сгоряча, сдуру. И последнее – это разряды цели. Вопросы: зачем, для чего, с какой целью. Примеры: впрок, в шутку, назло, наперекор, нарочно, неумышленно, нечаянно, специально, умышленно, преднамеренно, непреднамеренно. Енді екінші наречияның түрі местоименный наречие туралы айтатын боламыз. Және осы таблицадан оның түрлерімен танысуларыңызға болады. Теперь выясним, что такое местоименные наречия. Ряд наречий только указывает на признак, конкретно его не называя. Например, идти куда? Туда. Стеснительные в какой мере? Нисколько. Теперь познакомимся с разрядами местоименных наречий. Первое – это указательные. Примеры: здесь, там, тут, туда, так, оттуда, тогда, затем, оттого, потому, поэтому. Второе – это отрицательные. Нигде, никуда, никогда, нигде, некуда, некогда, ниоткуда, никак, незачем, нипочем. И третье – это определительные. Везде, всюду, отовсюду, всегда, всячески, по-всякому, по-иному, по-другому. Четвертое – это неопределенные. Примеры: где-то, куда-то, куда-нибудь, где-нибудь, кое-где, откуда-то, кое-куда, куда-либо, когда-то, как-нибудь, зачем-то, от чего-то, почему-то. И пятое – это вопросительные наречия. Где, куда, когда, зачем, как, почему, откуда, от чего. И относительные наречия. Где, куда, когда, зачем, как, почему, откуда, от чего. Стюлерді мағынасына қарай оларды определительные немесе обстоятельственные деп бөлеміз.
От слов других частей речи знаменательные наречия отличают разряды по значению. Это постоянный морфологический признак наречия. Если слово этой части речи обозначает качество действия, признака, образ и способ совершения действия, его относят к определительным наречиям. Например, Мила улыбается. Наречия, обозначающие различные условия совершения действия, называют обстоятельственными. Улыбается назло. Сонымен наречияның түрлеріне оралатын болсақ, осы таблицадан жалпылай көруімізге болады, қандай үстеулердің бар екенін. Итак, обобщим разряды наречия. У нас есть образы действия, которые отвечают на вопрос «как?», «каким образом?». Примеры: хорошо, быстро, геройски, набело, верхом, из-под вол, безупречно, в подмах. Хорошо, быстро, геройски, набело, верхом, из-под вал, безупречно, в подмах. Времени, который отвечает на вопрос «когда?», сегодня, вчера, утром, зимой, накануне, сейчас, допоздна, спозаранку, теперь, уже. Наречие места отвечает на вопросы где, куда, откуда. Например, вблизи, дома, сюда, направо, справа, сверху. Наречие меры степени отвечает на вопросы сколько, насколько, слишком, еле-еле, пятеро, очень, весьма, совсем, чересчур, крайне, чуть-чуть. Наречие причины отвечает на вопросы почему, отчего, сгоряча, сослепу, поневоле, недаром, спросонок, со зла, неспроста. И наречие цели. С какой целью, для чего? Назло, нарочно, невзначай, специально, в шутку, наперекор. Егер үстеудің қандай сөйлем мүшесін болатындығын қарастыратын болсақ, ол кез келген сөйлем мүшесі бола алады. Бірақ көбінесе ол пысықтауыш болады. Итак, если проверить, какую синтаксическую роль играет наречие, то наречие может быть и обстоятельством, и определением, и сказуемым, и подлежащим, и дополнением, но чаще всего наречие играет роль обстоятельства. Например, мы ехали как? Быстро. Это обстоятельство. Зажгли свет в доме напротив. В каком доме? В доме напротив. Это уже несогласованное определение. На душе было радостно. Было как? Радостно. Это составное именное сказуемое. Сегодня, как и вчера, никогда не повторится, так как эти наречия стоят в начале предложения, это подлежащее. Сегодня постепенно сменяется завтра. Это у нас дополнение. Если наречие выполняет функцию сказуемого, это называется предикативными и используется в односоставных безличных предложениях. Ему было весело. Было весело. Это предикатив. Итак, как всегда, в конце урока выполняем упражнение, чтобы закрепить полученные знания. Найдите наречие и определите синтаксическую роль.
Если выполнили, давайте посмотрим на правильный ответ. Первое предложение. Сегодня почтальон принес газету. Ставим вопрос от глагола. Когда принес? Сегодня. Будет обстоятельство. У меня в комнате шкаф стоит справа. Здесь наречие справа. Где стоит? Справа. Тоже обстоятельство. Третье предложение. Она варила яйцо всмятку. Как варила? Всмятку. Тоже обстоятельство. Пламя костра ярко разгорелось. Как разгорелось? Ярко. В основном наречии бывает только обстоятельства. Иногда бывает определением и другими частями речи. Следующее предложение. Мы сидели напротив в кафе за столиком. Где сидели? Напротив. Самолет прилетел на аэропорт рано утром. Когда прилетел? Рано утром. Издалека виднелись какие-то тени. Откуда виднелись? Издалека. Учитель тратил слово впустую. Куда тратил? Впустую. Летом будет жарко. Летом будет как? Жарко. Здесь именное сказуемое. Сегодня на уроке вы узнали, что такое наречие, какие бывают виды, разряды, какую синтаксическую роль играет, а также многое другое. Чтобы не пропустить мои уроки, подписывайтесь на мой канал. Спасибо, что посмотрели мое видео.